Необычное путешествие началось в прошлом году со страницы благотворительной организации «Кошкин дом» в социальных сетях. Там Ольга впервые увидела белую кошку по имени Беллатриса, которую женщина решила забрать домой. А год спустя Ольга стала проводником для еще 14 кошек и привезла их из Донбасса на поезде новым владельцам. Просто мне написала Евгения: а возьмешься ли, если у тебя возможность просто приехать и вот сопроводить всех этих кошек, а по дороге уже, когда будешь ехать по железной дороге, будешь там выдавать кошек в Казани, в Екатеринбурге, в Омске уже. Ну и конечная точка вот всех там, сколько ты там уже довезешь до Новосибирска. Я такая подумала, ну ладно, у меня удаленная работа, да, я могу использовать свое время, такую возможность, и просто их всех привести, и чтобы они не просто были вылечены. Это как раз была партия еще кошек вдобавок из Попасной, и не просто их вылечить, и там, да, будут жить они в клеточке, в приютах, а у них будут настоящие семьи. По словам Ольги, коты в дороге очень ее ревновали друг к другу и постоянно боролись за внимание женщины. Легли рядом со мной, гладятся. Но мне не хватало рук гладить их, потому что они просто очень настойчиво это все хотели. В пути Смирнова провела 3 дня и проехала на поезде 4 города – Казань, Екатеринбург, Омск и Новосибирск, отдавая на станциях кошек в руки новым хозяевам. Благотворительная организация «Кошкин дом» занимается спасением, лечением и поиском новых хозяев для домашних животных из зоны боевых действий. С марта 2022 года волонтеры помогли по меньшей мере 3000 питомцев.